В данном случае мы предлагаем сумму трудовых затрат применить в размере 20% от суммы приобретения материалов. Вопросы членов комиссии? Согласен. Тогда ставлю на голосование. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Переходим к следующему проекту. Это Михайлова Елена Ивановна. Здесь стоит речь о приобретении аппарата для ООО «Медиаторг». По данному направлению, в связи с несоответствием нашему положению, мы предлагаем данное финансирование не осуществлять. В связи с тем, что данный аппарат будет приобретаться от юридического лица ООО «Медиаторг», и то, что здесь услуги будут оказываться бесплатно, это не совсем правильно. Мы этот вопрос обсудили. В данном случае будет возмещение из фонда обязательного медицинского страхования. То есть, по сути дела, это коммерческая деятельность, поэтому наше предложение не финансировать данный проект. У членов комиссии есть какое? Но при этом мы предлагаем же данный вопрос решить за счет наказанием. Да, мы предлагаем данному ООО обратиться в наш фонд поддержки и рассмотреть возможность приобретения этого аппарата за счет фонда. Мы это обсуждали же, конечно, поэтому я голосовать воздержусь, потому что я все предыдущие заседания комиссии голосовала за, и просто менять принципиальную позицию. Но, тем не менее, мы считаем, что проект не будет соответствовать нашему положению по народному бюджету, потому что это прямая коммерческая деятельность. Конечно, проект хороший, он нацелен на определенную аудиторию, и положительные результаты должны быть от этого проекта, но, к сожалению, это коммерческая деятельность. Тогда ставлю на голосование вопрос не финансировать данный проект. Кто за то, чтобы не финансировать? Прошу проголосовать. Кто за то, чтобы профинансировать? Кто воздержался? Один воздержался. Далее. Инициатор Скрябина Инна Валерьевна. Это студия «Вырастайка». В данном случае замечаний у Департамента экономики по сумме нет. Предлагается к решению выделения всех 720 тысяч рублей, которые были заявлены инициатором. У членов комиссии вопросы будут по данному проекту? Кто за то, чтобы предоставить средства из народного бюджета в размере 720 тысяч на студию «Вырастайка»? Прошу проголосовать. Единогласно. Следующий проект Табакова Оксана Минахметовна. Наименование проекта – это «Путь к дому». Здесь инициатор запрашивает средства из народного бюджета в размере 3 миллиона 511 840 рублей. Предлагается так же, как по проекту Бузовой, по социальной столовой, сумму на бытовые затраты уменьшить, исходя из 20% от приобретаемого оборудования. И таким образом сумма из народного бюджета может быть выделена в размере 2 миллиона 641 728 рублей. Вопросы есть у членов комиссии? Предложения? Тогда ставлю на голосование вопрос о выделении из народного бюджета по данному проекту сумму 2 миллиона 641 728 рублей. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Следующий проект Иванова Серафима Серафимовича, реабилитационный центр Сайсары. По данному проекту мы предлагаем отказать в финансировании в связи с тем, что ремонт помещений, который заявлен инициатором, это ремонт муниципального помещения, которое никак не закреплено и не передано
инициатору данного проекта. У членов комиссии есть вопросы? То есть хотел бы еще раз пояснить, инициатор просит деньги на ремонт помещения, того помещения, которое за инициатором проекта не закреплено, сейчас является муниципальной собственностью. Кроме того, есть мнение управы Сайсарского округа о том, что в данном помещении вообще не может быть расположен данный рекреационный центр. Очень хороший проект, однозначно он нужный проект городу, но, к сожалению, в связи с юридическими трудностями мы не можем предоставить финансирование. То есть у нас нет другого помещения не смогут. Нет. Мы пока рассматриваем то помещение, которое предлагается заявителем. При этом, получается, у заявителя нет законных оснований, правовых оснований на это здание, на это помещение. Это с одной стороны, с другой стороны. Его просьба не поддерживается управой. Так, совершенно верно. Еще тут мнение, предложение. Тогда ставлю на голосование отказать в финансировании по данному проекту. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Кто против? Один против. И один воздержался. Двое. Так, следующий проект Григорьевой Сарданы Ивановны, школа 3-го возраста. В данном случае была направлена заявка на сумму 2 643 632 рубля 60 копеек. По расчетам замечаний нет. Предлагается данную сумму вынести на голосование для определения инициатора. По расчетам вопросов нет, предлагается проголосовать. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? 9 за. То есть принято единогласно. Спасибо. Так, переходим к следующему проекту. Проект Захаровой Галины Ивановны «Социальная гостиница «Добро и забота». В данном случае инициатором спрашивается сумма 2 769 000 рублей, но Департаментом экономики предлагается исключить из этой суммы в размере 579 000 рублей. Это связано с тем, что эта сумма будет направлена на приобретение основных материалов. Поэтому предлагается решение комиссии о выделении средств в размере 2 190 000 рублей. При этом эту сумму мы минусуем не в силу того, что там они направляются на основные затраты, а в силу того, что они не подтверждаются. Да, и не подтверждаются, совершенно верно. Да. То есть они в заявке указаны как приобретение оборудования, и при этом нет ни одного расчета представлено. Совершенно верно, да. У членов комиссии будут вопросы? Предлагается проголосовать. Тогда ставлю на голосование утвердить финансирование по данному проекту в размере 2 190 000 рублей. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Один воздержался. Так, переходим к следующему направлению. Это направление «Славим Якутск». Здесь 4 проекта. Первое – это проект культурно-исторического образовательного туризма в селе Добога. Это семейный центр культуры и досуга рабочих городов. В микрорайоне Махали есть с ограниченными возможностями. Это проект интерактивные физкульт-минутки и проект «Школа пространства» мастер-класса для городских жителей. По первым 3 проектам Шилова, Сорокина и Унаров замечаний нет. Я предлагаю, может быть, в комплексе за все 3 проекта проголосовать. Да, согласен. Ставлю тогда на голосование. Кто за то, чтобы все 3 проекта по всем 3, да, 4 рассмотреть отдельно. Кто за то, чтобы все данные проекты были профинансированы?
Да, все. Значит, и четвертый проект, это проект Павлова Алексея Владимировича, школа творческого пространства. В данном случае предлагается трудовые затраты по общему порядку, как предыдущий проект финансирования, приняли решение финансирования привести к 20% от общих затрат. То есть утвердить сумму в размере 240 тысяч рублей. Что касается трудовых затрат, мы подходим стандартно, как ко всем проектам. Да, то есть предлагается единый подход, 20% трудовых затрат в сумме всех остальных затрат. Да. По данному проекту предлагается также. Предлагается проголосовать. Хорошо, предоставлено на голосование. Кто за то, чтобы выделить средства в размере 240 тысяч рублей данному инициатору? Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Следующий проект – это направление «Наша столица». Здесь 7 проектов. Первый проект – проект Мясникова Дмитрия Алексеевича «Спорт в каждый дом». В данном случае инициатор заявляет сумму в размере 750 тысяч рублей. По нашему мнению, мы предлагаем данный проект не финансировать в связи с тем, что вообще отсутствует какое-либо обоснование стоимости приобретения оборудования. То есть инициатор он предлагает сделать только приобретение материалов, необходимого оборудования, но при этом размера стоимости этих материалов не указано, средства на установку этого оборудования. Как можно будет в дальнейшем вернуться, у нас останется, наверное, некий лимит, но только в том случае, если еще раз данный инициатор заявится и представит все необходимые документы. Кто за то, чтобы данный проект не финансировать? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Следующий проект – это проект Плотовой Галины Александровны. Это детская площадка для обучения базовым правилам дорожного движения. В данном случае, рассмотрев представленные документы, стоимость трудозатрат составляет 520 тысяч и стоимость приобретения материалов 160 тысяч рублей и приобретение оборудования 60 тысяч рублей. Данный проект будет реализован на базе детского садика «Золотинка». Рассмотрев все эти документы, считаем также необходимо привести трудовые затраты в размере 20% к сумме приобретения материалов и приобретения оборудования. Таким образом, предлагаем на решение комиссии утвердить сумму финансирования в размере 264 тысячи рублей. С учетом того, что содержание в дальнейшем данной детской площадки будет осуществляться за счет детского сада «Золотинка». Вопросы будут? Члены комиссии, предложения? Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы по данному проекту выделить сумму в размере 264 тысяч рублей? Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект Борисова Светланы Степановны «Строительство мемориальной скорби погибшим в гражданской войне». В данном случае спрашиваемая сумма 500 тысяч рублей. В целом локальная сумма была подготовлена суммой 651 601 рублей 86 копеек. По данной смете замечаний нет. Но здесь все-таки требуется мнение управления архитектуры. И хотелось бы, Семен Афанасьевич, услышать ваше мнение по данному проекту. Ну, конечно, сумма очень маленькая, все-таки для целого комплекса. Ну, какую-то часть всего проекта нужно реализовать, конечно. Ну, то есть в архитектурный облик он вписывается, скажем так, да, по направлению? Проект у меня, конечно, был не такой, как необходимо. Поэтому предлагаю нам разработать вместе с ним проект и часть из этого проекта реализовать в рамках этой программы. Хорошо. В рамках выделенной суммы всех проектов. Ну, еще у нас не было информации по согласованию с местной администрацией по данному проекту. Ну, я думаю, что мы ограничимся мнением архитектуры, специалисты, да.
Тогда Предлагаете проголосовать? да, я ставлю на голосование, кто за то, чтобы средства в размере 500 тысяч рублей выделить по данному проекту. Кто за, прошу проголосовать. 9. Кто против? Я воздержусь. Воздержался. Следующий проект Захарова Ивана Юрьевича – это создание зала единоборств для школьников и молодежи Светланского округа на базе школы номер 25. В данном случае запрашиваемая сумма составляет 3 миллиона 827 тысяч 28 рублей и 89 копеек. Предлагается по рассмотрению Департамента экономики и персональных смет предлагается данный проект поддержать полностью. Будут вопросы, мнения, чем комиссия. Проголосовать? Проект очень хороший. Да, проект хороший. Кроме того, мы уверены в том, что данный зал в дальнейшем будет содержаться за счет средств самой школы, и данный проект будет работать. В целом наука. Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данный объем денежных средств выделить по данному проекту. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Решение принято единогласно. Следующий проект Михайлова Татьяны Владимировны сельскому детскому саду современную спортивную игровую площадку. В данном случае сумма, которая необходима была для реализации проекта, составляет 1 миллион 438 тысяч 301 рубль 13 копеек. По локальной смете сумма составляет 1 миллион 797 тысяч 876 рублей 41 копейка. Замечаний по локальной смете нет, поэтому предлагается в полном объеме данное средство утвердить. У кого какие мнения? А какая это сейчас? Это у нас ТПК. Это ТПК. Предложение? Проголосовать? Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данную сумму выделить по данному проекту. Прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект также является проектом села Табага. Здесь речь идет о создании соляной пещеры на базе детского сада. И спрашиваемая сумма была 486 400 рублей. Предлагается данную сумму утвердить. Он был объявлен. Да, в полном объеме. Предлагаете проголосовать? Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данную сумму выделить. Кто за, прошу проголосовать. 9. Кто против? Единогласно. Кто воздержал? Кто воздержал? Ну да, нет. Следующий проект – это дворовая зона отдыха для жителей 72-го квартала. Инициатор проекта Ноев Николай Афанасьевич. По данному проекту стоимость строительно-монтажных работ составляет 2 миллиона 505 тысяч 200 рублей, но отсутствует локальный сметный расчет, но строительные работы отсутствует обоснование стоимости приобретаемого оборудования, в связи с чем предлагается данный проект не финансировать. Тут замечание такое же, как и по первому нашему. Совершенно верно. Это действительно интересный, хороший проект, но, к сожалению, необходимых документов до заседания сегодняшней комиссии также не было предоставлено. Они представили, немножко поздно получилось, но представили очень хорошо проект. Проект имеется в прайсе, приложено обоснование, пояснительная записка. Вообще, вот, примерно так должно быть, по идее, представление проекта. Здесь все сказано, все обосновано. По идее, вот так. Но они, к сожалению, не знаю, как комиссия посчитает, может быть, уже поздно. А вообще, можно было же быть защита проектов, когда заявитель защищает, выводить на экран. Вот это же возможно у нас как-то. Ну да, но, к сожалению, ко всем заседаниям и к рассмотрению
двум заседаниям, к сегодняшнему заседанию проект не был представлен, он должен был быть оценен. Уважаемые члены комиссии, какое будет предложение? Может быть, также после подведения итогов по суммам в дальнейшем рассмотреть из числа отклоненных? Ну да, наверное, если может останется. Михаил Сергеевич, там же сумма у нас остается, я так понимаю, после Да, совершенно. совещания, да? И, наверное, передать департаменту экономики, чтобы Да, там посмотрели трудовые затраты и вот материалы, по тому принципу, по которому были рассмотрены все проекты, вот, посмотреть и принять решение. Да, и дополнительные у нас некая сумма все равно останется, вот уже судя по нашему голосованию. Да, можем к этому вопросу тогда чуть позже вернуться после рассмотреть. Прошу, тогда я... В резерве его оставить? Да. Тогда я ставлю... Что там уже вот мнение департамента экономики? Тогда я ставлю на голосование не финансировать данный проект, но рассмотреть локальные сметы департаментом экономики и по данному вопросу вернуться позднее отдельно. Кто за, прошу проголосовать. 6, 7, 8, 9. Кто против? Один против, воздержавшийся нет. Значит, по направлению нашей столицы мы закончили рассмотрение. Переходим к проекту по направлению благоустройства. 7 проектов, да, совершенно верно. Первый проект – это Катя Елена Афанасьевна, обустройство двора детско-спортивной площадки. Сумма, которая требуется на реализацию данного проекта, составляет, из средств народного бюджета, составляет 1 миллион 81 729 рублей. В данном случае, рассмотрев документы, предлагается исключить трудовые затраты в размере 100 тысяч рублей, так как инициатор является физическое лицо, и данные трудовые затраты невозможно предоставить физическому лицу. И кроме того, также не решен вопрос с оплатой соответствующих налогов и взносов в пенсионный фонд. Поэтому предлагается поддержать данный проект суммой в размере 981 729 рублей. А где это? Напомните, это где данная площадка? Территория какая? Лермонтова 91,5 и Петровского 29,04. Это два места, да? Ну, вот так. Нет, это между домами. Один двор между двумя Это даст. территория Прометея, да? Да, 103 квартал. А по данному направлению у нас торговля экспортная. Ну, здесь надо понимать, что если там как на комиссии проходит, то насколько там благоустроена территория, и если приоритеты там в том месте именно такие площадки нужны, спорно, конечно, и детские, спортивные, но насколько та территория. Ну, я говорю, мы комиссия рассмотрим, насколько это сейчас, ну, там сумму какую выделили, сколько там... 981 729 рублей. А Альхати будет сколько там добавлять не будет? Ну, не менее 20% от этой суммы. У кого? Или просто не берем в расчет. Да, мы не берем в расчет, да, трудовые затраты. Там Потому уже что не будут их физически невозможно никому выделить, эти трудовые затраты. Тогда ставлю на голосование кто за то, чтобы по данному проекту выделить сумму в размере 981 729 рублей. Кто за, прошу проголосовать. 9. Кто против? Кто воздержался? Нет. Все, я за. Да, 10. Это 10. Следующий проект – создание спортивной площадки под навесом с уличными тренажерами на территории Дома культуры Чечюр в поселке Марха. Предлагаемая сумма инициатором 1 миллион 209 813 рублей. Сметы все проверены, предлагается данную сумму утвердить в полном объеме. Ну, на самом деле, реализация данного проекта, данная площадка она будет заряжаться с самим Домом культуры, поэтому не возникло, да.
Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данный проект профинансировать в полном объеме. Единогласно. Решение принято единогласно. По следующему проекту инициатор Кривошапкина Сардана Николаевна, это детям здоровое детство, установка игрового комплекса в серии Дулагина. Здесь требуемая сумма составляет 695 220 рублей. Все расчеты проверены, замечаний нет, поэтому предлагается ее в полном объеме утвердить. У кого какое мнение? Замечаний нет. Там было комиссионное мое предложение о том, чтобы локализовать точку территориально определить более, где есть больше качественного населения. Насколько помню, этот участок был малонаселенным, там потребителей было мало. Поэтому я не помню, там посмотрели, там ну давайте голосовать. Ну, тем не менее, наверное, с администрацией Дулагина-Тетемского наследия можно будет отработать и пересмотреть месторасположение, это небольшая проблема. Давайте мое предложение сейчас я тут добавлю, если можно коррекцию вносить. Значит, мы Дулагина детский сад сегодня нынче сдали. Там очень большая, хорошая детская площадка, огромная такая достаточно, и она должна быть задействована. А это предлагали сделать на окраине, там локально стояло несколько домов, поэтому хотел бы протокольно уточнить, чтобы локацию все-таки проговорили с администрацией, где больше благополучателей будет. Потому что на 10 дворов Больше охват. да, больше охват, конечно, очень правильно. Там у нас есть территория, где нуждается. А то у нас на окраине там она была для 3 домов, поэтому... Тогда предлагаю это предложение, в случае принятия решения закрепить в протоколе. Еще по проекту предлагают работать, чтобы с нами согласовали По проекту? по проекту, да, по дизайну проекта. Хорошо, ну так. Ну, дизайн проекта в любом случае они будут с вами согласовываться, все это. Там в деревне ничего нету, там надо хоть что-то, чтобы было, да, хоть не до дизайна. Хорошо, тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы с учетом замечаний Владимира Ильича данные Предложение, не замечание. предложение совершенно верно, принять финансирование данного проекта в полном объеме. Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект инициатор Чириков Афанасий Петрович, это благоустройство сквера Панда и Мама в 16 квартале. В данном случае сумма, запрошенная инициатором, составляет 2 808 531 рублей 85 копеек. По итогам рассмотрения Департаментом экономики предлагаемая сумма 1 898 157 рублей 89 копеек. Сумма уменьшена в связи с тем, что не предоставлены стоимость тренажеров, не предоставлена стоимость малых архитектурных форм, не приложены правительственные коммерческие предложения, подтверждающие стоимость. Можно я здесь скажу? У меня будет предложение вообще снять его с голосования. Почему? Поясню. Панда и Мама, это 16-е. Ну, я поясню, почему мы на комиссии его не сняли. Потому что все-таки вопрос народного бюджета и такой широкий там, в рамках комиссии, как бы не хотелось бы там отметать такие проекты. Потому что в 16-м квартале в этом районе сквере время от времени вкладываются деньги. И они не приносят ожидаемых результатов. Оно разрушается и так далее. Сейчас опять в самом проекте, вот вы его достанете, посмотрите, там подладить, здесь так подладить. И мое было предложение все-таки бюджетополучателю в части вот этой предложить более близкому к 17-му кварталу площадку, мы готовы были это рассмотреть и построить там хорошую, полноценную площадку, чтобы вот именно на том больше было благополучателей, потому что на 16-м квартале она уже есть, ее не хотят просто дальше там добивать. И причем каждый раз туда вкладываются деньги. Каждый раз. Практически каждый год мы посмотрели, что они там получали. Разные компании, это управляющая компания рассматривает. Поэтому я обращаюсь к комиссии, но на этом усмотрении рабочей комиссии рабочей, посмотреть, снять его, но рассмотреть его в новом формате, как мы предлагали в своей комиссии на территории ближе к 17-му кварталу, либо вообще на 17-м квартале полноценную построить площадку. Ну, здесь мы тоже рассматривали данный проект. Здесь
инициатором проекта предполагается завершить комплекс благоустройства 16 квартала, то есть там есть детская площадка, есть спортивная площадка, и предлагается вот этими мероприятиями полностью закончить. Да, ну, они ее подладить хотят, на самом деле не было. А подладить там сломалось, и как будто бы создать иллюзию, причем там в большей степени посадки. Но это можно как бы способом делать, конечно, я повнимательнее прошу отнестись к этому. Хорошо. Еще предложения, мнения? Тогда я ставлю на голосование, кто за то, чтобы поддержать данный проект в сумме 1 миллион 898 тысяч 157 рублей 89 копеек. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 5, 6. Кто против? Кто воздержался? 4. Следующий проект – детская игровая площадка в микрорайоне Кангаласы. Инициатор Исакова Инна Евгеньевна. В данном случае предлагается инициатором сумма финансирования за счет средств народного бюджета 476 100 рублей. По данному расчету замечаний нет, поэтому предлагается принять эту сумму в полном объеме. Предлагается проголосовать как замечание. Кто за то, чтобы принять в полном объеме финансирование данного проекта? Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект Рудых Татьяны Владимировны, это благоустройство даровой территории Можайского 13/4, 13/5, 13/6. Здесь сумма проекта за счет средств народного бюджета 1 миллион 688 тысяч 89 рублей 91 копейка. Локальные сметы были представлены, по ним замечаний нет, поэтому предлагается в полном объеме принять данную сумму. С учетом того, что замечаний нет, предлагается проголосовать. Кто за то, чтобы профинансировать данный проект за счет средств народного бюджета в размере заявленной суммы? Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект Борисова Юрия Петровича, это скульптура на озере Щорса, русалка, водяной, царевна лягушка. Сумма, которая требуется, 951 250 рублей. В данном случае расчеты были проверены, замечаний нет. Несмотря на то, что у нас были тоже споры и разногласия по рассмотрению данного проекта, связанного с приобретением уток, охраны, но в дальнейшем мы посчитали необходимым данный проект, продолжить реализацию данного проекта на данном озере. Какое мнение у членов комиссии? Ну, тут у членов комиссии вопросы были резонные насчет того, что у нас достаточно туманная перспектива с этой утки. Да? Более такая ожидаемая перспектива, техническая утка получается. Я предлагаю поддержать, при этом нашему отделу надо будет работать дальше с инициаторами. Это правильно. Да, или правильно, это нужно будет поручить с тем, чтобы они дальше уточнились по судьбе целого этого комплекса. Совершенно верно, да. Тогда ставлю на голосование с учетом предложений Павла Николаевича данный проект поддержать в полном объеме. Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Ну все. Да. Уважаемые коллеги, мы закончили рассмотрение заявок по народному бюджету. В течение этой недели все суммы, они будут подбиты, опубликованы на официальном сайте окружной администрации. И хотел бы напомнить, что у нас останется некий резерв с учетом нашего голосования. Я думаю, что, наверное, через неделю мы повторно соберемся. Я прошу департамент работать с инициаторами проекта, чтобы они представили свои расчеты там, где не были представлены. И также департаменту экономики прошу рассмотреть все эти локальные сметные расчеты и уже представить заключение в адресной миссии. Когда в следующий раз, когда соберемся по этим двум проектам, даже будут
свои, которые предложили. Да, совершенно верно. Еще Хочу отметить, наверное, поблагодарить Департамент экономики за хорошую слаженную работу на последнем этапе, которая проверили все сметы, которая позволила вот, за эти дни очень быстро прийти к какому-то решению. Наверное, это вот, я не помню, раньше, мне кажется, мы так не делали, поэтому мне вот очень понравилось участие Департамента экономики вот на этом этапе. И такие, мы много раньше так не делали. Много чего. Департамент экономики действительно показали, что они могут в течение нескольких дней посмотреть такой объем информации, посчитать. Действительно, спасибо. Благодаря этому у нас никаких споров не возникло сегодня. К 17-му кварталу вернуться на доску. Дальше.